Из юноармейцев курсанты престижного военного вуза. Расскажем, как провожали на учебу своего командира ингушские юноармейцы. Они заслужили. Почетные звания деятелей культуры присвоены сотрудникам Национальной библиотеки Ингушетии. Более 3000 амбициозных ребят подали заявки на участие в 10-м форуме «Машук». Какие проекты представят ингушские активисты? На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Слова напутствия и пожелания успешной учебы на благо Родины. Юноармейское движение Ингушетии провожало своего командира Магомед Али Асканова в путь за знаниями. Молодой человек будет учиться в военном университете Министерства обороны Российской Федерации. Провожали будущего курсанта родные, близкие и наша съемочная группа. Репортаж Даны Плиевой. Ну что сказать тебе в дорожку? Достойно в армию веди, вникай в детали понемножку и честь и имя береги. Стихи собственного сочинения, искренние пожелания и теплые поздравления своего командира и будущего курсанта военного университета Министерства обороны юноармейцы провожают, как и положено, торжественно. Грусть от скорой разлуки с домом, близкими и друзьями, радость от поступления и волнение, что же ждет впереди. Побороть эти чувства перед вылетом Магомеду Али Асканову кажется непросто, но мечта поступить в желанный вуз наконец осуществилась. Скажи, а тяжело было при поступлении? Было нелегко. Были испытания, ФИЗО, сдача физической подготовки, сдача тестов для профессионального отбора, которые выявляли, годен ли данный абитуриент к военной службе, а также армейская жизнь в протяжении 2 недель. Символично, что мероприятие в аэропорту проходит у памятного уголка, посвященного Соломбеку Асканову, имя которого и носит воздушная гавань региона. Первый герой России, заслуженный летчик-истребитель, генерал-майор авиации, окончил это же учебное заведение, куда поступает и Магомед Али в 1974 году. Знаменитый дядя всегда являлся для него примером для подражания. Воплотить мечту и начать шаги в военной карьере во многом помогло юноармейское движение, куда он вступил 3 года назад. Новые знакомства, новая дружба, и это отлично повлияло на меня и на других юноармейцев, мне кажется. Юноармия, она больше всего дала понять, что значит военная жизнь, именно попробовать вкус этой жизни, насколько он тяжелый, настолько, что нужно проявлять ответственность, и вот поэтому я горд, что я юноармеец. Быть целеустремленным, сильным, всегда ставить на первое место личный состав и его проблемы. Именно эти наставления дает будущему командиру движения Магомед Али. Эти качества старался воплощать в себе и сам парень, будучи лидером движения, отмечает руководитель регионального штаба юнармии. 3 года он был нашим командиром. То есть, кроме хороших слов, конечно же, сказать нечего. Это человек, который участвовал в парадах, который умеет очень... Вот наши ребята, они спортивные, они сильные, смелые, но они немножечко теряются, когда они начинают высказывать свои мысли. Он очень хороший оратор. Он практически на всех мероприятиях представлял нашу республику. Али в числе 4 ребят из нашего движения, 4600 человек, из них 4 юноармейца имеют орден юноармейской доблести. Успехов ему. Я думаю, что он будет учиться в этой академии очень даже отлично. На прощание перед вылетом коллективное фото на память. Юноармейцы, а также родные и близкие надеются, что учеба в вузе будет успешной и, возможно, в будущем имя еще одного Асканова вновь с гордостью прозвучит на всю страну. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24. На воде, земле и воздухе. В Петербурге сегодня прошел главный военно-морской парад в честь Дня военно-морского флота России. Торжества прошли также и в Североморске, Балтийске, Севастополе. Парад в Петербурге принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. В грандиозном празднике приняли участие корабли Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также морская авиация. Мощь боевого флота во время парада продемонстрировали более 40 кораблей. В
Впервые в параде приняли участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойки» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой» и многие другие. В небе пролетело более 40 единиц авиации. Около 4000 военнослужащих были задействованы в праздничном параде. Почетное звание заслуженных работников культуры Ингушетии, присвоенные сотрудникам Национальной библиотеки региона, в становлении и развитии которой Раиса Таркоева и Лидия Тичоева приняли непосредственное участие с момента ее открытия. 20 лет, отданные во благо библиотечного дела, приносят и будут приносить пользу десятилетиями будущим поколениям. С библиографами встретилась моя коллега Диана Дударова. Два разных человека, разные характеры, привычки, обязанности в работе, но их объединяет общая любовь к библиотеке, книгам и читателям. Раиса и Лидия посвятили большую часть своей жизни профессии библиотекаря. 707. Мы смотрим вот так, последними цифрами. 707, вот сразу уже легко и быстро находится, благодаря этому ключу. Раиса Таркоева каждый день перебирает картотеку. На какой полке и в каком ряду можно найти интересующую книгу, подскажет, даже не задумываясь. Ведь практически каждую из них аккуратно расставляла ее рука. Свою жизнь с хранилищем книг связала еще в 8 классе. Из-за тяжелого семейного положения ей пришлось искать работу. Посчастливилось устроиться в Датыхскую сельскую библиотеку. Кандидатур было много, но доверили ответственную должность комсомолке Раисе. В 1977 году окончила Грозненское культпросвет-училище, а после уже не представляла себя без любимого занятия, которое стало неотъемлемой частью ее жизни. Обслуживала читателей. Правда, там проезд такого не было, как на автобусе, верхом на лошади, то и пешком 18 километров. И приходилось даже с селения Мужичи, почта там поступала, книги из библиоколлектора из Грозненского, посылки принимали оттуда, потом на автобусе привозили в Галашки, оттуда, может, на лошади, когда как, и может так на руках даже. В 1979 году после замужества и переезда в пригородный район с работой библиотекаря Раисе пришлось временно попрощаться. А через 5 лет семья переехала в Сунжу. Тогда она и трудоустроилась в республиканскую библиотеку. И вот уже 22 года посвящает себя читателям. Они все любят слово, любят книгу. И Рай им помогает, она им дает ключ к этим знаниям. Так что без Раи никак нельзя. Это наша золотая пчелка, которая кропотливо работает, кропотливо делится информацией с нашими читателями. Раиса не скрывает, новость о присвоении звания заслуженного деятеля культуры республики обрадовала и приятно удивила, но, признается, путь к нему был совсем нелегкий. Я обслуживала читателей, выполняла справки, расписывала статьи. По темам искала материал. Даже когда я расписывала, какие запросы у меня идут, здесь университет был рядом, тогда и фонд тоже не так уж было, если честно. Вот, ну, многие у меня довольные читатели уходили, не знаю. Никогда не было так, поскольку я помню, чтобы что-то не находить, я отпускала отсюда у читателя. Я думаю, что я к этому пошла очень трудно, если честно. Таких поощрений вовсе не ждала и коллега Раисы, также удостоенная почетного звания. Лидия, как признаются коллеги, по натуре человек очень скромный и сдержанный, рассказывать о себе много не любит. Признается, работа кропотливая, но без нее себя уже не представляет. В этом маленьком кабинете она готовит летописи печати Ингушетии, собирает все статьи, опубликованные в регионе и за его пределами. Свою библиотечную деятельность я начала с 1983 года. Как пришла я в библиотеку? Ну, наверное, из-за любви к книгам. Я ни один день не пожалела.
Центральную библиотечную систему Сунжинского района, где проработала 13 лет, Лидия Сичуева устроилась еще в 80-х годах. А в Национальную библиотеку перешла сразу после ее открытия в 1996 году. Коллеги не сомневаются, что труд Лидии ляжет в основу учебников по истории народа, ведь она записывает все, даже самые, казалось бы, незначительные факты и сведения об ингушах. Это очень важная работа. И Лида ее делает с усердием, с усидчивостью, свойственным, наверное, вот только ей одной. Это надо вот быть настолько вот трудолюбивым человеком, чтобы прямо вот не растрачивая себя на какие-то другие дела там, она прямо вот сидит с утра до вечера, делает. Новость о присвоении почетного статуса Раисии и Лидии стала настоящим праздником для коллег. Считают, что за неоценимый труд, вложенный ими в развитие библиотечной системы, они заслужили такой награды, как никто другой. И Лида, и Рая – это два человека, которые являются первоклассными специалистами, которые очень хорошо знают свою работу и с большим энтузиазмом свою работу делают. Естественно, когда ты видишь и сработаешь в среде таких людей, ты сам загораешься, тебе интересно. Несмотря на то, что у нас немножко разные профили работы, немножко разные направления, но всю ту базу, всю ту основу, которую я могу получить как библиотекарь, я могу перенять у этих людей. К тому же это люди, которые делают большой объем работы, но о которых мало слышно, их мало видно. Я желаю им и дальнейшего успеха. Очень надеюсь, что они долго будут нас радовать также своей плодотворной работой. Вы знаете, я хочу отметить, что они не только хорошие специалисты, они еще и порядочные люди, они очень хорошие люди. И именно поэтому нам еще радостнее, что их труд отметили вот таким образом. В этом году библиотеке исполнилось 20 лет, как ей присвоен статус национальной. Со дня ее открытия коллектив вносит неоценимый вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия республики. А такие специалисты, как Лидия Сичуева и Раиса Картоева, доказывают это высокими показателями в своей работе. Более 3000 молодых и амбициозных ребят подали заявки на участие в 10-м по счету форуме «Машук», который будет проходить с 9 по 30 августа уже по традиции в столице СКФО Пятигорске. «Машук-2019» – это сотни творческих и интересных идей, 3 смены. Регистрация продолжается. Участники от Ингушетии уже представили свои проекты региональным экспертам. Встреча состоялась в Центре культурного развития в Магасе. О предмашуке сюжет нашего корреспондента. Еще один крупный праздник будет, это День СКФО. В каждой смене это свой день. 13, 19 и 26 августа. Как стать одним из участников «Машук-2019»? Самые важные нюансы проведения форума молодым людям эксперты объясняют на очередной встрече с молодежью. Предмашук начал работу в регионе. Машук за эти годы успел стать самым популярным и массовым молодежным событием в СКФО и во всей России. Первые годы для нашей республики в этом форуме складывались не слишком удачно, но последние 3 года наш регион был в числе лидеров по выигранным проектам. В этом году новые проекты, новые лица, и с каждым разом их все больше. Адам Цискиев трудится над проектом «Молодежный технопарк», в котором поднимает проблему экологии в республике и стране. Адам считает, благодаря переработке пластика и вторичного его использования с помощью автоматов с набором воды, можно уменьшить количество пластикового мусора. Уверен, его проект заслужит внимание экспертов форума. 80% пластиковых бутылок в регионе изготавливается именно в Джаравском районе. Особенность этих пластиковых емкостей в том, что их можно вторично использовать. Но из-за того, что как-то инфраструктура этого не развита у нас, не особо популярна, из-за этого этот пластик просто выбрасывается. После реализации нашего проекта мы даем возможность для жителей Республики Ингушетия вторично и даже многоразово использовать эти емкости. За счет этого, во-первых, это для жителей всей республики вода будет обходиться намного дешевле, плюс по вопросам экологии это будет большой скачок. На форуме всех кандидатов объединяет одна цель – вдохнуть жизнь в свои проекты. И у каждого из участников нет сомнений, что именно их презентация значима для общества. «Машук-2019» по заявкам уже собрал более 1000 участников, которые будут представлять свои проекты, но в первую очередь ребятам нужно ознакомиться с важными правилами. С этой миссией на встрече и выступает делегация форума. Сейчас проходит цикл вторых предмашуков, отборочных.
Это мероприятия, которые проводятся перед форумом. Два таких предмашука проходят с участием дирекции форума Машук-2019, плюс в каждом субъекте еще проводится много работы с ребятами по подготовке к форуму. Это делается в двух целях. Первое – это рассказать об образовательной, культурной программе, о том, что будет проходить на форуме, чтобы потенциальным участникам было легче выбрать свою траекторию на самом форуме. А второе – это и подготовка проектов, анализ уровня участников и подготовленности проекта. Инструктаж от организаторов краток и понятен. Тем не менее, вопрос от участников звучит самые разные. Больше всего ребят интересует удобство и условия проживания для конкурсантов. Условия сейчас пребывания на форуме максимально комфортное. Палаточный лагерь так и остался, но он стал намного лучше, комфортнее. Для ребят стал в любой, то есть доступен душ горячий, холодный, можно постирать вещи. У нас в этом году будут стиральные машины на форуме, сушилки на форуме. Также каждый образовательный шатер в этом году будет кондиционирован, будет с кондиционером, там будет комфортно ребятам находиться. Ранее были проблемы, что у нас ребята были в шатрах, там было жарко, было потели, ребята были некомфортно себя чувствовали. В этом году на юбилейном форуме мы эти все мелочи решили исправить при помощи, при поддержке полномочного представительства президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Молодежный форум традиционно проходит в Пятигорске с 2010 года. В этом под своей эгидой самых активных и талантливых Машук собирает 9 августа и продлится до 30 числа. Молодежный форум Машук в этом году юбилейный. Уже в 10-й раз площадка для открытого диалога и общения северокавказской молодежи соберет активистов со всей страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа, как всегда, обещает быть насыщенной. В этом году лагерь будет работать в 3 смены под лозунгом «Про Россию, про тебя». Его участники смогут пообщаться с авторитетными спикерами страны. Мастер-класс от знаменитых гостей, встреча с представителями власти, спортсменами, защита проектов и внушительный приз. Программа, как всегда, будет насыщенной. Участники от Ингушетии будут представлять свои проекты во всех 3 сменах. Для создания более благоприятной обстановки среди всех субъектов с нашего Северокавказского федерального округа. Это первая задача нашего форума, чтобы ребята приехали на форум, сдружились, сплотились, поработали в разных направлениях. Мы их всех перемешаем, чтобы они работали не по делегациям, а по направлениям, чтобы каждый поработал с каждым, посмотрели, как это выглядит, как можно работать сообща, командами. Здесь они будут работать по 30-кам, потому что весь форум, все участники делятся на 30-ки, вне зависимости, с какой делегации приехали. Ребята работают по направлениям, которые они, когда подают заявку, выбирают. Ингушетию на форуме представят 240 активистов. Главная задача участников – защита проектов, заветные баллы и грантовый куш. Кто будет самым убедительным на форуме, узнаем в августе. Адам Гулоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Показать широкой публике красоты горной Ингушетии через объектив камеры. Известные фотографы Магомед Цуров и Евгений Шевцов трудились над тысячами фотографий, пейзажей края башен и легенд и презентовали свои лучшие работы ценителям прекрасного. Фотовыставка открылась в Сунжинском доме культуры. Название говорит само за себя – «Звездная дорога гор». Дана Плива оценила. Величественные ингушские башни и живописная природа нашего края готовы заворожить кого угодно, впрочем, как и красота звездного неба. Запечатлеть красочный тандем постарались 2 талантливых фотографа – Евгений Шевцов и Магомед Цуров. На фотовыставке представлено 30 работ, отражающих удивительную красоту Джейрахского района. По словам Магомета, каждая из своих работ они постарались подойти креативно, найти что-то новое. С одной стороны, популяризируем наши достопримечательности, с другой стороны, показываем такую необычную скажем так, технику съемки с длинной выдержкой, где не совсем легко понять смысл кадра, потому что он противоречит физическим, естественным формам. Это означает, что здесь есть искусственный свет, здесь есть техника фотосъемки, поэтому многие остаются довольно удивленные от каждой фотографии. Магомед Цуров окончил профессиональные курсы в Италии, и уже несколько лет его работы украшают различные выставки. На одной из них он и познакомился с Евгением Шевцовым. Идея отобразить красоту нашего края родилась сообща, вспоминает Евгений. Процесс съемок они начали еще прошлым летом. Чаще всего он проходил в ночное время суток. Правильно расставить свет и найти удачный ракурс требует немалого терпения и осторожности. Нужно было обойти каждый комплекс, посмотреть
ракурсы выбрать, где будут стоять фотоаппараты, как примерно подсвечивать потом эти же фонариками, как это правильно подсветить. Вот. Ну, потом был перекус, ужин, костер, вот, потому что мы ночью не спали, и смысла в палатке не было, мы палатки не ставили. Просто недалеко от машины было. Вот. И уже с наступлением полной темноты уже ходили, раскладывали свет так, как нужно было, фотографировали, смотрели, нас, чтобы устраивал кадр, Магомеда устраивал, чтобы кадр устраивал меня, потому что это были два разных ракурса, вот, чтобы не тратилось время. Подробно весь процесс съемок показан в фильме, также представленный зрителям. На фотоаппарат ловили каждое мгновение. Самые лучшие работы и представлены на выставке. Больше всего Евгению запомнились съемки башенного комплекса «Цори». Сюда мы поехали с замечательным охотником Магомедом Ахриевым. Вот, он нас привез туда на Ниве, вот, потому что я на своей машине просто туда не доехал. Реально далеко и достаточно сложная дорога была. Вот, очень интересная была ночь, очень интересные снимки получились и чистейшее небо, которое позволило снять именно вот так Млечный Путь заснять. По-новому взглянуть на Горную Ингушетию захотело немало посетителей. К примеру, Елена Гилева о выставке узнала в социальных сетях и решила не упустить возможность оценить творение авторов. Пришла вместе с племянницей Камилой. Творческий дебют вызвал восхищение у посетительниц. Мне очень понравилось. Все фотографии очень красивые и отражают суть названия. «Звездная дорога гор», такое, как бы сказать, неоднозначное название, скажем так. Вот. Ну, и я давно интересуюсь культурой Ингушетии, конечно, я не могла сюда не прийти, не посмотреть на башни и на природу гор. Мне все понравились. Мне сосновый лес понравился, и Млечный Путь тоже. Особенность фотовыставки в том, что она переносная. Первый раз она выставлялась в день основания города Магаз, затем в селении Зязиково и Карабулаки. Второй раз ею наслаждается Муса Мартазанов. Председатель Союза художников региона уверен, что работы авторов непременно должны быть известны не только ингушской публике. Эту выставку должны увидеть далеко за пределами нашей республики. В Ростове, в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге. Почему бы и нет? У нас есть полномочное представительство нашего региона в этих больших городах. И люди разные смогут посетить выставку, увидеть красоту нашей горной Ингушетии. Это стимулирует и туристов к нам посещать наши регионы. В планах у автора выпустить фотокнигу с работами, а также представить их в Москве. Ну а пока полюбоваться горными красотами через взгляд фотографа может любой желающий. В Сунжском ДК выставка продлится до 3 августа. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24. Наличие санитарных книжек, ветсправок, чистота в помещениях, в которых готовят и реализуют продукцию. Проверку по всем этим пунктам провели сотрудники Россельхознадзора в Назране. Комиссия прошлась по нескольким торговым точкам, кафе, парикмахерские, кондитерские. Все они входят в сферу обслуживания населения, а значит требуют контроля. Рейдовые мероприятия на таких точках проходят довольно часто. И по статистике больше всего нарушений специалисты выявляют в местах быстрого питания. Требований к таким заведениям много. Чистый зал и кухня, отдельный персонал, отвечающий за готовку и мытье посуды. Правильное хранение быстропортящихся продуктов. Без нарушений не обошлось. Предприниматели в целях профилактики вновь проинформировали о правилах содержания объектов общепита. По итогам проверки на сегодняшний день нами выявлены нарушения. В основном это неудовлетворительное санитарное состояние помещений, территории рынка. По этим всем нарушениям будут составлены административные материалы, вынесены административные штрафы. По более грубым нарушениям будут составлены материалы, переданы в суд на приостановление деятельности до устранения выявленных нарушений. Также по итогам проверки будут даны предписания об устранении выявленных нарушений. Затем будет проведена повторная проверка. Любовь к музыке у нее зародилась еще в детстве. Сегодня она композитор и поэт-песенник с большой буквы. Вышедшие из-под ее пера прекрасные строки заставляют задуматься тысяч меломанов. Творческий вечер Мадины Барахоевой состоялся в высокогорном Джайрахском районе Ингушетии в поместье Куштрала. Собрались многочисленные почитатели ее таланта и творчества.
Национальные ритмы, полный зал родных, близких и коллег. Сегодня они чествуют Мадину Барахоеву. Талантливый композитор, внесший большой вклад в культуру нашего региона, отмечает творческий вечер в поместье Куштово. Скрасили праздник артисты ингушской эстрады, которые с удовольствием исполняют ее песни. Победительница многочисленных конкурсов песни и танца, пишет песни и музыку еще со студенческой скамьи. За творческий вклад в 2008 году ей присвоено звание заслуженного работника культуры республики. На сегодняшний день Мадина автор десяток композиций, которые знает и любит публика. В своем творчестве за эти 17 лет я, конечно же, сделала несколько дисков выпустила. Это значит «Родина бесценная, Родина моя». Этот диск мне помог выпустить министр национальной политики Якуб Султанович Патиев, когда он был министром. И он был посвящен 70-летию депортации ингушского народа. Первая песня, которая в этом диске была, это была песня, посвященная депортации. Творчество Мадины Барахоевой известно не только в родной республике. Музыкой она начала заниматься еще в раннем детстве. Навыки игры на национальной гармонике брала у народной артистки Ингушетии Раи Евлоевой. Талант к музыке Мадина унаследовала от родителей. В семье всегда царил дух творчества, вспоминает ее подруга детства. Мы очень дружили с детства, жили рядом. Я знаю Мадину, знаю не только Мадину, знаю всю ее семью. У них семья очень творческая, музыкальная. С детства в этой семье мы любили бывать. Почему? Потому что всегда играла или балалайка, или аккордеон, или пандер, или фортепиано. То есть все музыкальные инструменты, какие могли быть, все они присутствовали в их семье. С Мадиной я уже знакома больше 30 лет. С 1984 года в институте вместе учились. С самой лучшей стороны Мадины знаю, очень люблю, ценю и уважаю. Мадина еще тогда была очень творческий человек, она все время пела, играла, танцевала, и мы вместе с ней всей, и даже я танцевала с ней. Мадина Барахоева работает в Минате, профессиональную деятельность, успешно сочетает с творчеством, а еще возглавляет Ассамблею народов Ингушетии. Есть национальное, такое народное, приближенное, которое лучше воспринимается людьми, которые ближе людям, ближе к населению, к народу, в котором больше юмора, больше каких-то таких изюминок, чисто национальных, остроты. Это и есть Мадинина творчество. Чего пожелать? Пожелать человеку здоровья, пожелать человеку времени, пожелать человеку вдохновения, желание, конечно, не сдавать позиции, продолжать заниматься этим. Яркая разносторонняя личность, талантливый композитор, человек, готовый расположить буквально с первого слова. Так и виновница сегодняшнего вечера отзываются все гости и желают больших творческих успехов в творении новых музыкальных произведений. Но и самого главного – здоровья. Дана Плеева, Зухра Дугиева, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.